Сегодня мы посетим удивительное место и заглянем в утробу земли, туда, где рождаются алмазы, и посмотрим рукотворное творение инженерии. Посетим самый большой алмазный карьер на Земле. Он находится в Западной Якутии, прямо на линии полярного круга, и называется весьма символично «Удачный». Выезжать мы будем с алмазного поселка Айхау по автодороге протяженностью 73 километра, преодолеть которые можно в районе 1 часа. Дорога довольно неплохая, в город Удачный. Состояние постоянно поддерживается дорожными службами. Когда выпадает первый снег и укладывается дорожное покрытие в виде снежной полыни, жители называют его зимним асфальтом. Приехал я, друзья, в город Удачный, Республики Саха-Якутия. Город построен в зоне вечной мерзлоты, где еще до сих пор остались времянки, деревянные дома первых поселенцев, первых открывателей. Но многоэтажки, построенные, кинотеатр, храм, круглогодичный корт, говорит о том, что люди сюда пришли всерьез и надолго. Насколько надолго? Насколько хватит алмазов в здешних землях. Город, конечно, прикольный, Удачный. В принципе, он примерно население такое же, как и в Айхале, может быть, даже немножечко меньше, но имеет статус города. Городские здесь улицы, даже вон дороги, как хорошо асфальтированы, все чистенько. Даже, друзья, зебра есть. Даже есть зебра. Вот у нас, собственно говоря, здесь и местное шоссе. Как главная улица идет. И по этой улице уже вдоль раскинуты дома. Вот так получается. Трубка Удачная была открыта 15 июня 1955 года. Всего через 2 дня после открытия алмазной трубки «Мир» советским геологом Владимиром Щукиным и его командой. В 1967 году, когда начались промышленные разработки месторождения кимберлитовой трубки Удачная, был основан поселок Удачный. В 1987 году был зарегистрирован пик численности населения поселка и составлял 19 603 человека. В результате этого поселок Удачный получил статус города и был переименован в город Удачный. Сейчас численность населения составляет 11 700 человек. Это по последним данным переписи. Здесь, друзья, вот что интересно, в городе Удачном дома соединены вот такими вот пешеходными переходами, крытыми, между прочим. Интересно, хорошо. Даже батареи тут стоят, отопление. Такие, друзья, здесь подземные пешеходные переходы в городе Удачном, соединяющие дома. То есть между домами вот, где вот такие прикольные пешеходы. Удобно, комфортно и четко. Зимой тут вообще Ташкент, вообще тепло. И магазинчики здесь по бокам. Даже аппарат оплаты стоит, но не работает. Авиакасса даже здесь есть. Тут в городе Удачном медведи бродят. Видели медведей здесь. Видимо, хавать им нечего, и они, получается, вышли к людям. Даже видео ходит по интернету, что видели здесь медведей. Ну, посмотрим сейчас. Может быть, найду, спрошу у мужиков. Полетаем на квадрике, может быть, увидим. Тут я вышел на какую-то объездную дорогу здесь.
Здесь, получается, ничего уже такого нету, да? Плавательный бассейн, русалочка. И, кстати, в городе открылся ДНС. Что удивительно. Это, получается, сейчас можно заказывать по интернету. И с доставкой, получается, сюда. И цены, по идее, должны быть здесь такие же, как на материке. Вот и, пожалуйста, ДНС цифровой. Город строится, город разрастается. Предпосылок к закрытию города нет. И что интересно, друзья, улиц нет в данном городе. Здесь только чисто цифры и микрорайон. Вот так вот у нас тут написано. Микрорайон Новый город 2. Дом номер 2. Нумерация города идет только по цифрам. Город чистенький, город ухоженный. Ни одного мусора я еще не увидел. Дома все покрашены в яркие краски. Красиво и чистенько. В Дачном, конечно, много всяких магазинчиков. Адвокаты, нотариусы. Много мелких магазинов. Кстати, что интересно, дома тут немножко отличаются от айхальских домов. По крайней мере, подъезды. Вот так тут все сделано. Колясочки оставляют. Велосипеды оставляют здесь. Ну, какая свалка мусора. Почему не вывозят этот мусор, непонятно. Непорядок, непорядок. Надо срочно это все выбирать, вывозить. Тем более, если здесь у нас ходят медведи. Надо, чтобы этого ничего, друзья, не было. Доска объявлений у нас тут такая в Удачном. Вот таких досок надо, друзья, побольше делать, вешать, чтобы у нас, как говорится, не клеили на фасады зданий, сооружений, чтобы нас сильно не мусорили. Сейчас, в общем, спросил у местных жителей за медведя. Да, на самом деле, друзья, медведя видели, был замечен, даже видео есть. Страшный такой, блин. Че страшно-то, красавец. Такой облезлый, блядь. Их 2, да? А, еще один. Вон еще Второй, один. ага. Вон еще один, блин. Ёпа мать. И в местной администрации мне сказали, что приехал кто-то из егерей Смирного на проверку. Ходя в полиции, мне никто внятного ответа так и не дал. Сказали, мы ничего не знаем, дронов у нас нету, ничего нету, короче. Идите, делайте, что хотите. Кафе какое-то новое тут открыли. Или еще не открыли. Не знаю. Прям в центре города. Ну, такое, наверное, прикольная будет кафешка. Пока еще, наверное, все-таки ремонтируется. Дома, конечно, красивые тут. Выкрашенные, яркие, красочные дома. Есть, конечно, обшарпанные, но это, наверное, во всех городах такое. Вот что значит, друзья, статус города. Зебра есть. В Айхале зебры нету. А здесь зебра есть, друзья. Видите, как хорошо. В принципе, нормально. Вышли мы, друзья, на окраину города. Идем по аллее к воинской славе на День Победы Стелла. И по правую сторону, вон там церковь. Вот, собственно, оттуда мы будем и взлетать. Там у меня точка взлета стоит. А тут, конечно, красиво. Тут сделали такую прям как зону отдыха. Церковь такая красивая.
Друзья, зайдем в полицию и спросим опа, за разрешение на полет на квадрокоптере. Добрый день. Да хотел бы уточнить, я сегодня планирую летать на квадрокоптере, уточнить, в каких районах у нас там мишки ходят, такое все. Ну, медведи, в каком районе ходят? Не летают, мы не знаем, где медведи. То есть вы не в курсе, да? Ага, ну все, вопросов нет. Спасибо. До свидания. Че, тут мишки не ходят, нет? А что говорили, там кидали по WhatsApp, что медведи тут видели, что это все фейк, что ли? Видели, да? Да. Ну я не знаю, где именно. Говорят, что больничка была. Сейчас я это хочу полетать, посмотреть, может увижу его. А сколько там? Один? Я не знаю. А то там говорили, типа там приехали с Мирного, там, короче, пытаются их выловить. Не знаю. Ничего не слышал. Сейчас, друзья, звоним диспетчеру аэропорта Полярный, города Удачный, и предупреждаем, что мы к взлету готовы. Неправильно. К сожалению, опять сейчас всегда звонишься. Ладно. Неправильно. Что за фигня-то, блин? Ну все, друзья, в принципе, к полету мы готовы. Сейчас я позвонил в центр планирования полетов воздушных сообщений в городе Якутске. Предупредил, что я к взлету готов. Диспетчеру аэропорта Полярный города Удачного я, к сожалению, не дозвонился. Номера телефонов, которые находятся в свободном доступе в сети интернета, они недоступны. Я попросил в городе Якутске, вот в центре планирования полетов, чтобы они сообщили диспетчеру. Так что к взлету готовимся и летим. Погода, конечно, так не очень, блин, в Удачном, тучи какие-то, но может быть к обеду все распогодится и будет поинтереснее. Ну что, полетели.
Немножко полетали, друзья. 2 батарейки я уже просадил. Сейчас вот занес в местную администрацию, там на вахте. Поставил на зарядку, короче. Сейчас пойдем немножко перекусим. Тут что-то поздно лег, рано встал. Не поел нифига, чай не попил и сразу в дорогу. Тут вот есть кафешка, Анютка сказали, там в принципе можно поесть. Пойдемте проверим. Здрасте. Здрасте. Что есть у вас? Чай попить там что-нибудь? Меню. Можно плова у вас порцию? Оленину кусочек жареную. Да, оленину. Вот. Пепси 0,5 маленькую. Да, хлеб, ага. Пару кусочков. Или как там у вас? Ну вот, заказал картошку, оленину, плов и хлебушка. 600 рублей. Детские игровые площадки в городе Удачном, конечно, добротные, чистенькие. Места много, кстати, здесь прям замечательно. Вот это городу респект, что для детей, конечно, большие площади выделяются. Молодцы. Стояла тут, стояла. Что-то уже все попереломали. Стройки дел коммунизма, социализма. Перестройки, наверное, дел социализма. Наверное, вот так вот. Тут у нас, друзья, поселок Надежный в Удачном. Точнее, то, что от него осталось. Кусочки. Кусочки. Далеко я не пойду, потому что я тут ничего не знаю. И куда идти тоже непонятно. Вот такие вот деревянные строения. В принципе, здесь весь поселок и состоит из таких строений. А вот там вот за АЗС, вон там синее здание, там гостиница. Там построили, друзья, гостиницу. Не знаю, дорожная гостиница или какая, короче. Но гостиница. Дорога, друзья, на фабрику номер 12. Движение тут так-то, друзья, не маленькое. Машины здесь постоянно катаются. Туда-сюда, туда-сюда. Все-таки статус города оправдывает. Город удачный. А тут, кстати, раньше кафе было, Баттерфляй. Но что-то, походу, оно уже, наверное, очень давно не работает. Напишите в комментариях, что тут сейчас и сколько оно уже не работает. Я помню, но лет, наверное, 12-13, это точно вот назад вот эта вот кафешка тут работала. Теперь почему-то оно закрыто. Такие, друзья, здесь стоят остановочные пункты, автобусные остановочки. Что мне нравится в Удачном, это его компактность. То, что новый город, да, старый город, поселок Надежный. Все, одна въездная дорога. Въезжаешь, выезжаешь. Все чистенько, все ухожено. Славе ветеранов Удачинского ГОКа посвящается мемориал горняцкой славы Удачинского ГОКа. И фамилия, имя, отчество работников. Наверное, всех, кто тут работал, либо имели какие-то заслуги на предприятии. Сейчас, друзья, зайдем в местный торговый центр Удачинский. Посмотрим, что у нас тут есть, какие цены. Картошка почем молодая? Молодая картошка 150. 150, да? Старый 90. Ага, старый 90. Так. А бананы почем? Банан 280. 280, ага.
такой, друзья, торговый центр. Маленький. Много чего позакрыто. Ну и, кстати, какие-то товары подороже. Картошка дороже. Бананы дороже, кстати. Я не знаю, почему так. Такие цены-то. Ну, потому что, может, Удачный находится севернее Айхава. С географической точки зрения. Может, поэтому такие цены, конечно, подороже здесь. Потому что некоторые говорят, что ездят даже в Айхау затариваться. Вот так вот. Тут у нас реконструкция идет главной площади в Удачном. Фонтан реконструируют. Что-то еще, я не знаю, что тут еще будут делать. Местные, наверное, в курсе событий. Ну что, друзья, могу вам сказать. Мои впечатления о городе Удачном. В принципе, хороший город, чистенький город. Приятный, уютный. Одна въездная дорога. Это радует. Въезд, выезд. Сколько положено. Получается, нижний поселок это старый город. И верхний поселок это новый город. Все компактно, все культурненько, все замечательно. Конечно, более подробного обзора я не сниму, потому что город я совсем не знаю. Улицы, куда, чего. Ну, так самое основное показать могу. Так что пишите комментарии, ставьте лайки, пожелания на новые видео. Может быть, с кем-нибудь тут встретимся. Более подробно все опишем, напишем и снимем. Ну все, друзья, пока. До новых встреч. Александр Анатольевич, по буду закончил. Да, хорошо. Спасибо. Хабаровск доложите, пожалуйста. Хорошо, спасибо, до свидания. Спасибо. До свидания. Алло, Лобкарев. Алло, добрый день. Александр Анатольевич, местный режим. Работу закончил, произвел посадку. Ага, спасибо. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Хабаровский зональный центр Волгов. Добрый день. Местный режим, Александр Анатольевич, работу закончил. Произвел посадку. Так, 700. Да, в Якутск я отзвонился. Диспетчеру Полярного тоже отзвонился. Так, а завтра у вас? Завтра у меня пустой день. Все, я вижу, да. Ага. Спасибо, до свидания.